Он был поэтом с душой широкой, как его родная степь, и с солнцем в крови. Он одним из первых встал под красное знамя свободы, а шел тогда 1918 год. Напрасно собрались сюда. Волосной приказал. Волосной обманывает вас. Националистам нужна ваша жизнь. Не верьте вашим баям. Пожалейте своих детей и жен. Можно ли остановить поезд, когда он мчится? Так и новое время. Оно просто сметет всякого, кто попробует задержать его. Дорогой Еркен, слова твои справедливы, но от поэта народ хочет услышать его стихи. Я говорю верно? Верно говорю. Со своими джигитами посмотрим, что теперь Еркен запоет. Стихами сыт не будь. Зачем нам новая власть? Эй, ты, что детей пугаешь? Чистый воздух только засоряете. Тут тебя никто не боится. Не слушайте этого кына-голодранца. Люди, остановитесь! Послушаем поэта до конца. Опять нас обошли. Это и есть красный комиссар. Говори, сынок, народ тебя слушает. Джигиты! Вы все слышали, что я вам сказал? Наступает заря новой жизни, так встречайте же ее! Отныне земля — это только ваша и ваших детей. Вам жить. Вы решайте. Не слушайте его. Ах, хотели да жестко спать! Еркен говорит правду. Эй! Хочу спросить тебя. Спрашивай. Я тебе отвечу. Объясни нам. Вот ты говоришь, классовая борьба. Это как же понимать? А? Люди мы темные. Объясни нам. Пастбище ты беднякам отдашь, скот тоже. И власть, как ты говоришь, тоже их будет, так? Так. Значит, бедняк разбогатеет.
заведет хозяйство. И что же получается? Значит, бедняк будет баем. Что ты на это ответишь? Дорогой Эркен, разреши на этот вопрос мне ответить. Отвечайте, Байке. Ты, Верш, о себе только говори. Тебе непонятно, что такое классовая борьба. Так? А по правде говоря, ты просто-напросто морочишь нам голову. Но я тебе объясню. Дай-ка поводья. Дай, не бойся. Значит так. У тебя таких коней больше 10. А вот он не имеет даже дохлой кобылы. В таком случае тебе надо отдать ему хотя бы одного. На, бери, этот конь твой. Ты что, с ума сошел? Отдай поводья! Отдай, тебе говорят! Много вас тут таких найдется! Дай вам только волю, колодранцы несчастные! Отдай! Дай, тебе говорят! Ты что, руки распускаешь? Понятно? Эта борьба и есть классовая. Дорогой Эркен, ты сказал нам сущую правду. Но ты в долгу перед народом, верно? Верно! Правильно говоришь! И должен наше желание выполнить. Идемте, граждане, своим путем. Наш красный флаг, вот наш вожатый. Теснее ряды сомкнем. Хоть кровожадных мироедов еще у нас хоть отбавляй, но тиранию их изведав, мы от нее очистим край. А проходимцев мы проучим, чтоб неповадно было им. И всех, кто борется, сплотим под нашим знаменем могучим. Кончай этот базар! Джигиты, не верьте ему! Идите все к нам, чего думаете? А что думать, мы едем к вам! Ты говори только о себе. Зачем это нам нужно? Я вижу, вам нравится вертеть мокрыми хвостами. Но хвосты у вас не просушишь. Дома теплее. Джигиты, кому вы верите? Вас ждет ваш дом, ваши дети. Расходитесь по своим аулам. Зачем вам продаваться баем? Подумайте о себе. Расходитесь все смело по домам. Совдеп на вашей стороне. Люди, остановитесь! Что вы делаете? Вы джигиты или бараны? Кого вы слушаете? Комиссар, мы еще встретимся. Смотри, комиссар, народ ведь не простит вам. Одумайся, пока не поздно. Люди сами разберутся. А те деньги, которые собрал, раздай народу или отвези в совдеп. Помни, сынок, будешь самым дорогим гостем, если дом старого Байкена окажется на твоем пути. Спасибо, Байке.
Входи. Где вы пропадаете? В доме гость? Переночуйте у нас. А завтра вместе поедем в город. Волосной сказал, вы дадите мне коня? Коня я вам дам завтра. Сегодня ехать уже поздно. В кооператив решил вступить. Вас народ знает. Вы стихи сочиняете. И дамбра не чужая в ваших руках. Возьмите чай. Спасибо. Дамбра моя, крик души, ты лучшее, чем я жил. Ты грусть, ты радость моя, источник надежд и сил. В тебе вся моя душа, порыв молодых страстей. Ты исповедь нежных чувств, ты буря в груди моей. Ты чего плачешь? Устыдился бы гостя одного оставлять. Ему с Домброй веселее, чем с хозяином. Странный он. Говорит, для кооператива какой-то пай нужен. Где деньги взять? Придется занять где-то. Странный говоришь. Тебя, дурака, учат, а ты артачишься. Ну ладно, нечего меня поучать. Сам знаю, что делать.
Еще он говорит, не надо барана резать. А ты перед тем, как резать барана, у каждого гостя разрешение спрашиваешь? Занимайся бабьим делом. Жаль, что аул откочевал уже. Народ любит акынов, гордится ими. Ты ждешь кого-то? Жду? Нет. Видать, у вас гостей сегодня много будет. Не хнычь, дурень. Заткнись и делай, что сказано. Ассаламу алейкум. Салям. Салям. Он здесь? Да. Ну что? Здорово, баба. Разве от тебя доброе слово услышишь? А что, прикажешь тебя по имени величать? Или, может быть, ты забыла, как в голодный год тебя продали за яловую корову и мешок зерна, а? Нет, не забыла. Но тебе тогда не удалось меня проглотить. Рот дырявый оказался. Ах, злюка. Вы говорили, что меня некому будет слушать. Что ты играешь? Песню поэта Бржана. Знай, есть оружие посильнее вашего поганого пера. Твой Бжан подох от этой камчи. Поэта не убить. Его стихи знает вся степь. А могилу твоего отца Паштабая даже ветер не может найти. Молчи и пошла вон, не твое дело. А Клима, они же его убьют. Найди Кайсара. Я сейчас. Ты у меня сейчас получишь, сволочь. Что ты делаешь, изверг? Закон отцов забыл. Пока я вернусь из Акмолинска. Иркен, с приездом! Ну что теперь, в степи жарковато стало? Конечно. Вся степь полна шакалов. Жаль, тебя со мной не было. Живой-здоровый вернулся, и то хорошо. Это наш комиссар. Сейчас поговорим о тебе. Привет. Привет. Карим. Мне надо в Совдеп, в Акмолинск. Тут Кайсар поживет у тебя. Ему нельзя возвращаться в аул. Он мне очень помог. Кайсар, ты грамотный? Не, спроси что-нибудь полегче.
Но парень он настоящий. Жаль, что неграмотный. С центром связь наладили? Наладили. Кайсар, иди сюда. Ну, Кайсар, будешь моим помощником. Возьми эту бумагу, отнеси в типографию. Только надо по улице пройти. Тут недалеко. Передашь наборчику Гизату. Хорошо сейчас. А тут твои стихи. Вот. Дай-ка сюда. А это придется отредактировать, да. Завтрашний номер. К утру. В Акмолинске сейчас тревожно, бандиты активизировались. Дорогой Карим, пиши разборчивее, плохо вижу, очки потерял. А, Гизат ага, здравствуйте. Здравствуй, Иркен, здравствуй, с Здравствуйте. приездом тебя, с приездом. Спасибо. Будь осторожен. Здесь по ночам шакалы бродят. Дорогой ага, вечно вы очки теряете. А что я могу поделать? Плач лампы. Лампа. Жалобы лампы. Плач. А я даже не узнал ее имя. Комиссар! Ты велел привезти деньги. Я привез. Кому сдать? Ну что ж, молись своему богу Марксу. Ты арестован. Кончился твой совдеп-акынь. Эй! Хлеб не жечь! Глупцы! Кайсар, беги! Хлеб. Лампа жалуется. Была рождена, чтобы людям светить. Шагай, комиссар, в светлое царство свободы.
Наш народ любит своих поэтов. Что верно, то верно. У вас поэт как святой в степи. Мы добро не забываем. Отдайте его нам. Сквозь решетку долетает дуновение ветров. Я сижу в тюрьме под стражей. Плоть моя в плену врагов. Дух же мой вольнолюбивый недоступен для оков. Посетив меня украдкой и мою ослабив цепь, показала мне свобода ширь твою, родная степь. Иркен, выходи. Все водишь? Вожу. При вас ихних, теперь еще ваших. Омск требует руководителей совдепа. Господин начальник, комиссара привел. Солибек? Ты в тюрьме? Не дай бог, тюрьма ужасна. Я говорил о тебе. Судьба нас разделила, я понимаю, но мы поэты одной земли. Когда приходит беда... Да, мы с тобой поэты. Совдеп, Колчак, трупы, все висит на волоске. Мы не должны упускать такой момент. В утлой лодке плывем мы по бескрайнему морю. То нас волны закрутят, забросят, то нас ветер загонит. Не пристать никуда нам. Твои стихи. Мои стихи. У нас есть куда пристать. У нас есть берег. Берег. Если хочешь знать правду, я вообще против всякой диктатуры. Мы за доброту. Наш народ в темноте. Только доброта поможет нам. Шайка Туке! Его грязные дела тоже от вашей доброты? Вы как табун слепых коней. Жаль. А я хотел тебе помочь. Какие страшные дни пошли. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Мы допускаем роковую ошибку. Смерть Иркена может взволновать всю нашу степь. Я очень прошу вас, подумайте. На вас надежда плохая.
Рано уходите. Еще не время. Это может плохо кончиться. Пойми, я не могу больше. Не выдержу. Лучше смерть. Привал! Садись! Раз, два... Господин поручик! Один сбежал. А вы куда смотрели? Догнать, расстрелять! Налей. Эх, зима. Хватит. Ешьте. Угощайтесь. На, поешь. Это вкусно. Возьми и поиграй. Поиграй. Ну что ж ты? Попейте чайку. Замерзли, небось. Ладно, ладно, иди, я сам. Угощайтесь. Вы политические? Да. Говорят, новая власть сейчас. Это верно? Я слышал, Еркена не то посадили, не то убили. Вот как? А вы сами-то как думаете? Тут русские были, ссыльные из Петербурга. Один русский акын спрашивал Еркена: угощайтесь. Кто там? Байки. Салам алейкум. Где Еркен? Еркен? Он ночевал у тебя в доме. О, Господи. Прости мой грех, я не узнал его. Их увели Байки. Еще затемно. Стоять. Стоять. Кайсар, мы опоздали. Они сейчас, наверное, уже в Омске.
Это не он? Твой знакомый? Нет. Алексей приехал. Кто пойдет? Старик пойдет. Алексею я верю. Мужик надежный. У него недавно колчаковцы сына расстреляли. Гизатага, ты можешь уходить. Есть возможность. Я не пойду. У меня легкие совсем прогнили. Сил нет. Я хочу умереть спокойно. Все умрем. Только не сейчас. Такую радость мы им не доставим. Кинем жребий? Нам с Каримом нельзя. Мы нужны здесь. Еркен, пойдешь первым. Кто это решил? Комитет решил. Мы уйдем последними. Я так не могу. Еркен, спорить не будем. Пойдешь ты. Тебе легче пробраться на юг. Тебя знает народ. Другого пути у нас нет. Хорошо, раз вы так решили. Если что, сойдешь за бродягу. Их сейчас много в степи. За дело. Здорово, баба. Ты одна? Или муж дома? Дома. А, Токе, заходи, гостем будешь. Опять конь городской сбежал. Надо бы вернуть потерю. Конь? Говоришь? Еркен сбежал из тюрьмы. С самой зимы ищем. Он здесь не появлялся? Нет, никого не видал. Смотри, если появится, сразу же сообщи нам. Не беспокойся, конечно, сообщу. Ассаламу алейкум. Шляются тут всякие. Покоя от них нет. Побойся Бога. Нужда людей гонит. Я-то тут при чем? Мало ли бродяг в степи. Всех жалеть, голым останешься. Стыдись, надо совесть иметь. Входите.
Работал бы, чем так бродяжничать. Выпейте еще чаю. Эй, ты-то будешь? У тебя есть бумаги? А кто ты сам, чтобы проверять? Я кооператив. Кооператив. Это не кооператив, ты просто умер за гильды в лакеях. Почему не кооператив? Я этих голодранцев всех кормлю. Как же кормишь? От жадности погубил девушку. Продал Аклиму за Колым. Благодетель. Бедная девочка. Уже опять за свое? Эй, ты, заснул, что ли? Тебе здесь не заезжий двор. Если я возьму тебя конюхом, не зарежешь меня от зависти? Спасибо за угощение. Куда же вы? На ночь глядя, оставайтесь. Спасибо. Я пойду. Погоди. Ты его узнала? Кого? Еркена. Что? Это был Еркен. Что ты выдумываешь? Может, сообщить таке? Подожди, Кайсар. Мало кто его знает в округе. Правда, он не и находится, но рысь идет хорошо. Хороший конь. Ну, с Богом. Спасибо, Бейке. Счастливого пути. Спасибо, что не прошел мимо дома старого Байкена. До встречи. Запомни, все, что в моих силах, Еркен, я сделаю для тебя. Кайсар, постой. Спасибо, Бейке. Счастливого пути. До свидания. Ата, счастливо. Счастливо, Кайсар.
Старик, а за тобой не угонишься. Мчишься, как затравленный волк. Молодость свою вспомнил. Конь городской сбежал. Не видел? Мало ли кто бродит в степи, за всеми не углядишь. Зря тратим время. Поехали! У нас черная оспа. Уходите. Не узнаете? Я Кайсар. А это Акын. Ерке-нога. Кайсар. Внучке моей очень плохо. Муж ее сбежал в город. Бросил нас. Аклима. Аклима. Это я, Кайсар. Аклима, ты меня слышишь? Я слышу, Кайсар. Бабушка, попроси, пусть они останутся. Я боюсь. Аклима, мы останемся здесь с тобой, пока не поправишься. Слышишь, бабушка? Акын сказал, что он останется здесь, пока я не поправлюсь. Поэт все может. Он как святой. Бабушка, попроси его, пусть он сыграет для меня Карагос. Успокойся, Аклима. Тебе вредно волноваться. Конечно, Акын сыграет тебе про черноглазую. Черноглазая, ты меня покинула. Как мне быть теперь? Как мне быть? Тебе бы петь домбра теперь на новый лад. Ведь струны боли, гнев скорее заглушат. Ты видишь, человек отчаянием убит, и мир его душе ничто не возвратит. Мелодию свою излить домбра спеши. Ты пламя из груди, ты исповедь души. Бросая тело в жар, смятение и дрожь, ты миру про народ мой горестно поешь. На кого же ты нас покинула? Свет ты наш ясный, верблюжоночек ты наш, внученька моя, как же нам жить без тебя? Ерке-нога, банда Токе. Видишь, трудно скрыться от нас. Убил бы тебя, как собаку. Убей, если сможешь. Не таким ломали рога, но вельно живым тебя достанет. Эх ты! Бери его, ребята. А ну покажи ему такое, как он сейчас запоет. На! Давай его!
Кайсар, я возьму их на себя. Встретимся на берегу. Быстрей! Обманули вы их, как лиса, и все следы замели. Запомнят они вас надолго. Байке знал, какого коня вам выбрать. Осенью, по первому снегу, на этом коне 3 волков забили. Сколько было Климе в прошлом году, не знаешь? Как же мне не знать? Мы росли вместе. Мне 18 уже исполнилось, а она на год моложе. Никогда для меня не было дороже никого. Кайсар, хлеб сдашь на склад, не задерживайся. Бери продотряд и айда в аул. Есть, Байке. Не растягивайтесь, быстрее! Байке, что случилось? Может, помочь? Ничего, езжайте, я догоню. Старый Байкен. Красный аксакал. Народу обещаешь райскую жизнь. А сам последний хлеб отбираешь? Раньше младшие сначала здоровались со старшими. Здоровались. Но прежде старшие чтили Аллаха и не мотались, как псы, у которых нет родины. Люди верят, как аксакалу тебе, а ты лжешь. Уважая твою седину, обманутые казахи копают нашу землю, кладут рельсы, чтобы красная шайтан-арба все время нарушала покой нашей степи. Степь — это степь. У каждого она своя. Да что с ним разговаривать? К нему в аул. Моя жена убежала. Молчи. При чем тут твоя баба? И не встревай, когда тебя не спрашивают. Он хочет продать ее проклятому Акину. Кончай. Чего ты хочешь? Много говоришь, аксакал. Когда я говорю такие, люди меня слушают. А теперь прочь с дороги. Мерзаке, сюда идут. Надо уходить. А Иркену передай, в 3-й раз от меня не уйдет. Товарищи, пусть еще звучат в степи вражеские выстрелы, но мы уже начали строить новую жизнь, и мы ее построим. А сейчас я прочту вам свои стихи. И мы коней крылатых вздыбили по этим поднебесным тропкам. Нам крутизна грозила гибелью,
Но что она сердцам неробким? И вот мы далее озираем, поправ вершину покоренную, она над непробудным краем встает сияющей короною. Ее вершину высочайшую окрасили лучи рассвета. Она сверкающую чашею горящим небесам воздета. А теперь, товарищи, я хочу вам сказать, что наша агитбригада подготовила вам подарок. Не всем посчастливилось увидеть вождя. Сейчас мы покажем вам кинокадры, и вы побываете в Москве. Проходите, бойки. Это наш агитвагон. Проходите. Проходи, Кайсар. Она к нам в аул пришла искать защиты. Баяке привез меня на станцию. Здесь надежнее, чем в ауле. Они тебя преследовали? Да. Утурбай. И Токе. Опять Токе. Чуть не убил меня. До сих пор преследуют. Я так перепугалась за тебя тогда. А Клима тоже боялась за вас. Думала, что поймают вас с Кайсаром. Бедная девочка. Брат мой бедный, дитя темноты, ты в забытой рожден стороне. Я мечтаю о том, чтобы ты встал с ровесниками наравне. Не уйдешь, возвратишься назад. Подожди, мне шепнула трава, а цветы на дороге стоят и лепечут пустые слова. Должен я в этот край нищеты просвещение свет принести. Ложись! Помоги Кайсару!
сестры мои, вам, братья мои, посвящаю я эту песнь. Тем, в чьем сердце не гаснет жажда борьбы за свободу, равенство, честь. Эта песня разрушит застенки судьбы, нашим душам раскроет простор. Молодежь, ты за счастье сражаться идешь, и огонь негасимый пылает в груди. Эту песню посвящаю тебе.